Баранов хлебом не корми, дай сена. Тогда их обед удастся на славу. Животным виварии Аграрного университета повезло больше. В их сток угощения входят стебли тритикали, гибриды ржи и пшеницы. Парнокопытные съедают лакомство с большим аппетитом и буквально в одно мгновение. В тритикале содержатся все необходимые питательные вещества для роста и развития животных, поэтому эту зерновую культуру в основном выращивают на корм для скота. Студентка Аграрного университета пошла дальше. Тритикали она решила включить в рецепт хлебцев. За основу взяла новый сорт, выведенный в Башкирском научно-исследовательском институте сельского хозяйства. Так выглядит мука из тритикали. Внешне она схожа с пшеничной, однако по свойствам и пользе во много раз ее превосходит. Но обо всем по порядку. Для начала студентка покажет, как пекутся ее чудо-хлебцы. Вот так выглядит у нас тесто после брожения. Теперь мы его раскатываем. Все как дома. Скалка, доска для раскатки теста и мука. Поскольку Ильгиза Якупова не только студентка, но и домохозяйка, с подготовкой хлебцев к выпеканию она справляется в 2 счета. Теперь делаем надрезы, чтобы при выпекании не образовывались вздутия и тесто не разрывалось. К такой рецептуре будущий технолог вместе со своим научным руководителем пришла не сразу. В ходе подборки оптимальных ингредиентов они перепробовали десятки вариантов. А вот с главной составляющей продукта тритикали коллеги определились сразу. Прежде всего расширяется ассортимент сухарных изделий. Также они обогащаются витаминами, также белками, углеводами, жирами. Студенты могут вносить их когда угодно, везде угодно. Могут удобно кушать и имеют приятный очень вкус. А еще хлебцы прочные. В сумке они не сломаются, и в то же время прокусить их несложно. Наиболее подходящий состав продукта студентке помог подобрать специальный прибор. Сейчас он исследует данные хлебцы на прочность, то есть коэффициент излома измеряет на компьютер, подает сведения, и мы уже видим, какой оптимальный состав у данного изделия. Тритикали ученые называют зерновой культурой будущего. Хлеб из такого злака совмещает в себе качество ржи и пшеницы. Сотрудники Башкирского научно-исследовательского института сельского хозяйства вывели новый сорт злака. Он не только высокоурожайный, но и морозостойкий. В то же время, когда привычные озимые погибают, тритикали выживает и при минус 40 градусах. Это значит, что выращивать их дешевле и выгоднее. Превосходят по белку, по крахмалу, по другим клейковине, допустим, превосходит и озимую рожь, и озимую пшеницу. Почему его не использовать в чистом виде для хлебопечения? Хотя сейчас хлеб получаем, хлеб пекут, хлеб очень вкусный, просто незнание этой культуры пока. Новым сортом интересуются производители. Авторы же студенческих хлебцев из тритикали только готовятся представить свой рецепт потенциальным заказчикам. Первый шаг подачи заявки на оформление патента уже сделан. Гульнара Сидикова, Ильдар Гореев, Уфимское время.